Донатов Улуджанов Керенова, Павел Павлович Пинигин, олимпийский чемпион, Радалепен, Павел Павлович. Билет билет на лот, говорит нам. Чепчесвенпит, он идентифицирован биомиту гривоцкого, иди проблема, иди вопроска, бявит санаутын, бявит изловит контакта, она вот эти накалы потихоньку, он это чептя документы ламбет, менцанный фарбу, но вот это бумажная проблема, вопроска, Джон санатын, ингедин санатын, кем я дарю так. Уважаемые коллеги, сегодня я хочу поприветствовать всех тех, кто пришел принять участие в очередном 79-м по счету заседании общественно-консультативного круглого стола «Кускук». «Кускук» в переводе на русский. Здесь у нас нет императива, здесь никто никому не навязывает собственное мнение. Здесь открытая площадка, где каждый волен говорить о тех проблемах, о своих суждениях на основе аргументации и взаимного уважения. Сегодня темой заседания общественно-политического круглого стола «Кускук» является защита прав спортсмена в связи с принятием решения ВАДА от 9 декабря 2019 года. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы так оперативно смогли собраться в этом уютном зале для того, чтобы высказать свое мнение. И то, что у нас собрался очень солидный круг людей для участия в данном заседании, говорит о том, что мы все обеспокоены. Хотел бы поблагодарить руководство мультимедийного парка «Россия. Моя история», Дмитрия Ивановича Соловьева. Давайте поблагодарим его. И чем говорить об этом, я хотел бы по нашему регламенту определиться. У нас будет доклад, с которым положено выступить мне. Это буквально 15 минут. Затем в нашем круглом столе принимает участие председатель парламентского комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи, наш многоуважаемый Михаил Ильич Гуляев. Мы его послушаем. Также я хотел бы попросить выступить Добрянкова Анатолия Анатольевича как представителя большого отряда любителей физкультуры и спорта. Ну и в последующем, я думаю, те, кто пожелает, мы предоставим возможность как для дачи вопросов, так и для выступления. Итак, разрешите мне представить свой доклад. Уважаемые участники круглого стола, сегодня наш мир невозможно представить себе без мира спорта, без накала страстей на спортивных аренах. И в этой связи мы можем подчеркнуть, что нам нужен спорт честный и справедливый. Поэтому охрана здоровья и развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации является значимой сферой деятельности нашего государства и гражданского общества. Хотел бы напомнить, что в Конституции Российской Федерации конституционное право на укрепление здоровья человека, развитие физической культуры и спорта закреплено в части 2 статьи 41. И эта норма звучит следующим образом. Российская Федерация финансируется федеральной программой основного укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной системы здравоохранения, развитию физической культуры и спорта, экологическому благополучию. Механизм реализации этого важнейшего конституционного принципа раскрывается в отдельном федеральном законе о физической культуре и спорту в Российской Федерации от 4 декабря 2007 года. Хотелось бы отметить, что в Республике Саха-Якутия также определено конституционно о том, что защита прав и свобод человека и гражданина находится в ведении общих вопросов, в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Вот почему в статье 25 Конституции Основного закона Республики Саха-Якутия записано о том, что каждый имеет право на охрану здоровья, на бесплатное медицинское обслуживание, на организацию жизни с учетом специфики жизни населения. Государство финансирует, поддерживает деятельность, способствующую укреплению здоровья, развитию физической культуры и спорта. Хочу отметить, что в нашей республике, благодаря инициативам наших народных депутатов и Госспорта тогдашнего, принят закон о физической культуре и спорту от 18 июня 2009 года, а также мы можем гордиться тем, что единственный субъект Российской Федерации, который имеет отдельный закон о национальных видах спорта в Республике Саха-Якутия, который устанавливает правовые, организационные и экономические основы деятельности органов власти, а также организации независимо от форм собственности в области развития национальных видов спорта. А теперь, по сути, все мы знаем о том, что 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства ВАДА единогласно, я подчеркиваю, единогласно принял рекомендации Комитета по соответствию, тем самым признав Российское антидопинговое агентство РУСАДА несоответствующим антидопинговой кодексу. Согласно стандарту ВАДА, в этом случае, если национальное антидопинговое агентство теряет статус, страна фактически лишается права проводить крупные международные соревнования. Таким образом, в следующие 4 года Россия рискует тем, что не сможет принять участие в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, чемпионатах мира. Кроме того, Россия не сможет принимать крупные международные турниры. Хотел бы обратить внимание на пресс-релиз, который опубликовал ВАДА, в котором содержится новый пункт об участии российских спортсменов в международных соревнованиях, где записано, что они могут выступать только в том случае, если будут соблюдены все правила, в скобках, без исключения, двоеточие, если они не упомянуты в докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, если у них нет положительных допинг-проб, информация о которых есть в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, если их данные не были затронуты во время манипуляций с российской стороны, если они прошли допинг-контроль в полном объеме, если они соответствуют строгим критериям, которые будут позже определены ВАДА. То есть, по сути, ВАДА снова были попраны и презумпция невиновности, и принцип разделенной ответственности за совершенное правонарушение. Решение исполкома ВАДА не поддается человеческой логике, он противоречит праву, принципам гуманизма и грубо попирает общечеловеческие ценности. Российские спортсмены и болельщики уже натерпелись от пресловутого доклада Макларена. Далее была в полном составе отстранена вся паралимпийская сборная команда нашей страны, которая являлась безусловным фаворитом. При этом это люди, которые обделены судьбой, ежедневно борются с различными пороками и физическими недостатками при поддержке своих самых близких и преданных друзей. Возможно, для них это единственный способ самоутвердиться, поверить в себя и видеть гордые глаза своих любимых в момент их
триумфа. И почему кто-то имеет право в одночасье разрушать все надежды и чаяния, кропотливый ежедневный труд со слезами на глазах, превозмогая боль и трудности в течение 4-летнего цикла? Ведь нельзя судить обезличенно всех и сразу. А факты говорят о многом. Давайте вспомним слезы великой спортсменки Елены Исенбаевой на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, когда она говорила о вопиющей несправедливости к российским спортсменам. Необходимо особо отметить, что развитие современного международного и российского права должно найти свой толчок, новый толчок развития на основе постулатов Пьера де Кубертена, который написал «Ода спорту», и есть замечательные слова: «О спорт и справедливость, о спорт и благородство, о спорт и радость, о спорт и мир». Сегодня спортивное право – это во многом так называемое мягкое право. И при вынесении дисциплинарных решений немаловажную роль играют оценочные критерии, а соответственно тщательная работа спортивных юристов, комплексность подхода построения защиты, а также активность спортивных функционеров от делегаций. Думается, что наша проблема в том, что те юристы, которые едут с командой, они люди во многом зависимые. А спортивные функционеры в случае возникновения конфликта иногда подходят к возникающим проблемам формально. Не хотят раздувать скандал, нарушать атмосферу дружбу и спокойствие, портить отношения с международными и иностранными спортивными структурами. И иногда бывает так, что в трудную минуту они отворачиваются от своих же спортсменов, тем самым, кстати, нарушая свои основные профессиональные обязанности. Если мы не научимся эффективно защищать права наших спортсменов в условиях жесточайшей конкуренции на международной спортивной арене, и эту слабину международные спортивные чиновники будут чувствовать, то подобного рода террористические, я подчеркиваю, террористические акты, можно в скобки, против российских спортсменов будут продолжаться. Так всегда нас будут подсекать на юридических тонкостях. Именно в этой связи, с учетом передового зарубежного опыта в рамках комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России, с которым мы в прошлом году 3 декабря заключили соглашение о взаимодействии между Ассоциацией юристов России и Международной федерацией мастрейсинга, и Национальное объединение спортивных юристов, которое возглавил наш друг, известный российский юрист в области спортивного права, доктор юридических наук, профессор Сергей Викторович Алексеев. Если у нас получится, то мы с ним выйдем на прямую связь в течение сегодняшнего заседания. Сегодня Национальное объединение спортивных юристов объединяет ведущих спортивных юристов современной России, которые может независимо и объективно осуществлять квалифицированную юридическую защиту прав и интересов российских атлетов, защищающих на международной спортивной арене честь нашей страны. Сегодня я хотел бы напомнить, о чем говорил Владимир Владимирович Путин как раз после скандала в Чайхане, комментируя ситуацию, сложившуюся в биатлонной сборной России на заседании Президиума Совета Президента России по развитию культуры и спорта. Также я хотел бы сказать, что решение ВАДА от 9 декабря влияет не только на спортивную репутацию и унижает достоинство спортсменов не только нашей страны, но и всех стран, не чувствующих за собой вины. Вместе с тем, это может деморализовать и других спортсменов. Как на это другие спортсмены будут смотреть? Какой смысл трудиться на пределе человеческих возможностей, если на основании несправедливого решения могут любого и в любой момент лишить возможности выступать и бороться за медали? Вот здесь у нас Степанида Артакинова сидит. Давайте мы ее поприветствуем. Она каждый день трудится, участвует в соревнованиях, бьет рекорды, в том числе мировые. Здесь у нас Василий Егоров вместе со своим тренером Артуром Пахомовым. Давайте их тоже поприветствуем. Которые тоже борются за олимпийскую victory. Они на самом деле почти огромное количество своего времени проводят в самолете. Одни перелеты, другие перелеты, другие страны. И вот в такой напряженной ситуации они вот получают такую новость. Вот каково это людям? То есть здесь я хочу подчеркнуть, что чистые спортсмены ни в коем случае не могут отвечать за какие-то злоупотребления, которые допущены какими-то единичными фактами других спортсменов.
Мы же не говорим о том, что не наказывайте тех, кто злоупотребили. Мы за то, чтобы их наказывали. Но за что должны страдать невинные, честные, чистые спортсмены? Это что за такой коллективный подряд-то? Где, вот правильно Владимир Владимирович Путин сказал, комментируя, начиная с Древнего Рима, основное условие права заключается в персонифицированности. То есть каждый должен отвечать за свое деяние. К большому сожалению, в настоящее время, конечно же, мы чувствуем определенные проблемы в развитии экономики нашей страны. Вместе с тем и спортивная наука, и спортивная медицина, и степень проблемы присутствия допинга в российском спорте действительно преувеличена. Плюс к тому на международных соревнованиях нередко нарушается принцип равных стартовых условий. Мы же знаем, что многие норвежцы, американцы, спортсмены других стран выступают, принимая сильно действующие стимуляторы на основании института терапевтического использования. То есть им ставится диагноз, например, что он якобы болеет, у него астма. И ему дают разрешение на использование запрещенных препаратов, которые, образно говоря, в несколько раз увеличивают объем их легких, объем кислорода, поступающего в кровь, и тем самым обеспечивает этому больному искусственное преимущество над другими спортсменами. Больному я говорю в кавычках. Вот я вспомнил, как реплика была президента Федерации лыжного спорта России Елены Вяльбе, которая один раз сказала, что мы впервые среди здоровых спортсменов. Это о чем говорит? Это говорит о том, что несправедливость на каждом шагу и вот такое отношение к российским спортсменам. Во-вторых, чиновники, в частности ВАДА, кто им выдает разрешение и на какой основе все это контролируется. На самом деле, если говорить по количеству выявляемых допинговых нарушений, здесь нас намного опережает Италия, Франция, Соединенные Штаты Америки. Тем не менее, эта проблема именно по отношению к России сильно преувеличивается, против нас создают устрашающие фильмы, организуются и развиваются громкие скандалы. Именно поэтому нам нужно наращивать наше представительство во всех международных спортивных организациях, налаживать дружеские отношения с руководителями этих организаций. Но что касается РУСАДА, я хотел бы отметить, что за последние 10 лет РУСАДА выявила, наказала свыше 1000 правонарушений в области допинга, что говорит о весьма интенсивной работе. Во-вторых, в законодательном плане приняты существенные поправки по борьбе с допингом. Это и Уголовный кодекс, и Трудовой кодекс, Кодекс административных правонарушений, Закон о спорте, подзаконные акты. В-третьих, вся система Национального антидопингового агентства максимально приведена в соответствии с кодексом ВАДА. Проведена ротация кадров. Само агентство выведено из-под контроля Министерства спорта Российской Федерации и является сейчас максимально независимым. А новая антидопинговая российская лаборатория отдана в ведение Московского госуниверситета в качестве структурного подразделения. Но двойные стандарты видны и здесь, хотя сегодня и ВАДА, и другие международные структуры признают высокое качество системы борьбы с допингом в нашей стране. Все эти комиссии, МОК под руководством Освальда и Шмидта, ВАДА под руководством Макфарина, по сути, не имели полномочий на такого рода широкие расследования. Вот на самом деле, будем говорить, это организация, которая зарегистрирована в Канаде, и вот своими щупальцами она уже претендует на нарушение всего и вся, в том числе международного права. Поэтому я думаю, что настает день, когда мы должны открыто говорить о том, что данная организация на самом деле нацелена на массовое нарушение прав человека. Сегодня, 10 декабря, на основе Всеобщей декларации прав человека, мы по всему миру празднуем День прав человека. И вот накануне Дня прав человека нам дают такой подарок. Поэтому я думаю, что у нас есть повод всем задуматься и высказать свое отношение именно к этому решению, к этому акту, который абсолютно незаконный. При этом я хотел бы подчеркнуть, что по Олимпийской харте Международный олимпийский комитет должен объединять вокруг ценностей спорта атлетов всех стран мира. А сегодня мы видим со стороны руководства Международного олимпийского комитета какие-то политические заявления. Ведь спорт должен быть вне политики.
Олимпийские игры это же не состязание государств. У нас же командный зачет является неофициальным. Так? Нет уже официального зачета. Идет подсчет медалей и так далее. А на самом деле это состязание именно спортсменов, олимпийцев из разных стран мира. И вот эти все краеугольные начала олимпийского движения, которые были провозглашены в Олимпийской хартии, сам же исполком МОК и нарушает. И при этом нам требуют, чтобы мы во всем чего-то соблюдали. Если они сами подают знак неправомерного поведения, то здесь, я думаю, что и комментарии есть. Поэтому вот то, что сказал Владимир Владимирович Путин, он отметил, что нужно проанализировать это решение всесторонне. Он отметил, что нет претензий к Олимпийскому комитету России. И если нет претензий к Олимпийскому комитету России, кто запрещает выступать нашим спортсменам под национальным флагом? И он сказал о том, что решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии, и мы имеем все основания подать арбитражный суд. На самом деле, вот, ну, конечно же, у нас есть определенное время. У нас 3 недели, да, Александр Ильич? 3 недели, ну, 21 день. Со вчерашнего дня отсчет пошел. Конечно же, нужно в срочном порядке обращаться в Международный спортивный арбитражный суд. Кроме того, еще я мысль хотел бы выразить, что у нас остается теоретическая возможность заключить договор аутсорсинга с антидопинговым агентством другой страны. Тогда вопрос деятельности антидопингового агентства на территории России может быть решен. А не ожидать в течение 4 лет, что будет дальше. Ну, конечно же, мы говорим о том, что идет серьезная информационная война, нагнетается обстановка, и, конечно, мы должны быть в этой связи быть абсолютно сплоченными. Поэтому я хотел бы, заключая, отметить, что международные организации, и ВАДА, и МОК, и другие не могут и не уполномочены отнимать у миллионов российских граждан право гордиться своими спортивными героями и насаждать моральную коллективную ответственность за частные нарушения отдельных лиц. И мы, подрастающее поколение, должны воспитывать на легендарных именах наших чемпионов, которые в честной спортивной борьбе без применения запрещенных методов завоевывали великие победы для российского и мирового спорта. Поэтому я хочу отметить, что в настоящее время всему спортивному и юридическому сообществу, как в нашей республике, так и в целом Российской Федерации, необходимо объединиться в этой борьбе за чистый спорт и справедливое решение за его нарушение. Международным организациям ВАДА и МОК необходимо руководство своей деятельности Олимпийской хартией и документами, такими как резолюция Организации Объединенных Наций от 31 октября 2014 года «Спорт как средство содействия воспитанию, здоровью, развитию и миру», которая отмечает, что Олимпийскую хартию тот факт, что любые формы дискриминации несовместимы с принадлежностью к олимпийскому движению. Поэтому в правовой регламентации должны быть четкие ориентиры и критерии. Уважаемые друзья, на этом я завершаю свой доклад и в последующем буду готов ответить на вопросы. А теперь разрешите мне предоставить слово Михаилу Дмитриевичу Гуляеву. Сразу хочу оговориться, что у Михаила Дмитриевича сегодня видеоконференция по вопросам развития масс-рестлинга, да, всероссийская. Пожалуйста, Михаил Дмитриевич. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего круглого стола, дорогие наши уважаемые ветераны спорта. Так, о отстранении России участия в Олимпийских играх, крупных международных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы, я считаю несправедливым. И ВАДА, хотя уже 3 года ведет такую политику, несправедливую политику, отстраняет целую страну. ВАДА должен отстранить тех спортсменов, виновных, кто
действительно по лабораторному исследованию показал положительный результат. Но при этом, видите, и Олимпийскую хартию не соблюдают. Да, действительно, Де-Кубертен, создавая Олимпийские игры, написал о спорте мир, чтобы объединить мир. О спорте справедливость. Именно спортивные результаты справедливо и решать, а не политические. И о спорте благородства. Благородно всем спортсменам участвовали. Вот эти хартия Международного олимпийского комитета сейчас должен, в принципе, контролировать и соблюдать Международный олимпийский комитет. Я вот участвовал в Международном олимпийском комитете в Лозанне 2 раза. Да, действительно, тогда Жак Рогге очень компетентно, хорошо оценил роль игр Дети Азии. И мы тогда получили патронат Международного олимпийского комитета игр Дети Азии. Ну, сегодня я смотрю вот интервью министра спорта Павла Школкова. Действительно, последние 3 года БАДА контролировал Русаду. Русаду закрыли. В связи с этим Министерство спорта проделало огромную работу, Министерство спорта России. И реформировал полностью лабораторию, соответствующую современным требованиям БАДА, практически полностью. Создавали и новый состав руководства РУСАДА. При этом они именно более 50 требований БАДА все полностью исправляли. Поэтому, я не знаю, и постоянно отчитывались перед ЮНЕСКО, перед Советом Европы и решали вопросы по координации деятельности всех органов Федеральной таможенной службы, Министерства внутренних дел, РУСАДА, потому что борьба с допингом требует совместного решения. Поэтому вот эти вопросы тоже полностью решаются. И Минфином финансировали с бюджета именно лабораторию. Но вот несправедливое обвинение, что в стране тогда вот начали, когда обвинить, они сказали, есть программа, именно допинговая программа. А у нас есть антидопинговая подпрограмма, антидопинговая. Но сегодня лаборатория отвечает по всем требованиям мировым требованиям. Но при этом я хочу сказать, это политические решения. Политические решения. Решение должен принимать не БАДА, а Международный олимпийский комитет. БАДА должен решение принимать по одним непосредственно случаю и по одному спортсмену, нарушивший требования именно допинговые требования. Но при этом сейчас вот все-таки мы надеемся, что справедливость, когда
когда-нибудь все демонстрировали. Поэтому мы сегодня должны вместе, совместно, сегодня будем принимать резолюции, да? Да, резолюции круглого стола и объединиться всем миром, всероссийскую общественность и потребовать Международный олимпийский комитет допустить все-таки на Олимпиаду сборную России. Конечно, сейчас никто не хочет без флага, без сборной России участвовать на Олимпийских играх. Поэтому сегодня всем большое спасибо. Мы все вместе думаем. Ну, Степанида Артахинова, Владимир Баланец, Анастасия Федорова, Алена Дмитриева уже имеют паралимпийские игры путевку. Еще наши спортсмены могли бы получить путевку на Олимпиаду. Но сейчас, вот видите, такое решение, конечно, всех настраивает. Ну, дорогие друзья, я присоединяюсь к решению резолюции. Ну, я надеюсь, что вся Россия будет за нами. Спасибо. Спасибо большое. Но сейчас мы постараемся выйти на прямую связь с президентом Национальной ассоциации спортивных юристов Сергеем Викторовичем Алексеевым. Сергей Викторович, добрый день. У вас доброе утро. Как ваше настроение, с чем вы живете после вот такого решения ВАДА? Как бы вы могли прокомментировать? Вы, наверное, слышите о том, чем мы тут заняты, какие у нас суждения. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте, уважаемый Александр Николаевич, мои коллеги. Рад приветствовать одну из спортивных столиц не только нашей страны, но и мирового уровня. Мы гордимся том, что такой динамично развивающийся, популярный, прежде всего среди молодежи, вид спорта, как масс-рестлинг, родился именно в Якутии. И, конечно же, не хотелось бы, чтобы санкции распространялись в том числе и на масс-рестлинг. Это очень обидно. Год назад мы провели прекрасный чемпионат мира и готовимся к следующему чемпионату мира. Поэтому, конечно же, вызывает удивление, возмущение то решение, которое вот сейчас пытается принять международное спортивное сообщество, в частности ВАДА. Ну и здесь, конечно, с правовой точки зрения, на мой взгляд, и на наш взгляд, была экспертная работа по этому вопросу. Конечно же, уже повторно, по сути дела, применяют в отношении России такие глобальные, беспрецедентные вообще в мировом спортивном движении за всю историю санкции. Вот. Ну и детально, конечно, здесь, если рассматривать, это сложно так вот дистанционно, но многие моменты не учтены позиции Российской Федерации. В частности, Русата по статусу, оно дважды уже признано за последний год комиссией ВАДА соответствующим всем критериям Всемирного антидопингового кодекса. И более того, одним из лучших в мире по ряду критериев, в частности по ЦРУ тестированию и другим. И говорить о несоответствии сейчас ВАДА, а именно из этого проистекают все неблагоприятные последствия, это нелепо тому же ВАДА, которая признала, что все соответствует. Все, что касается пробирок, баз данных Московской антидопинговой лаборатории, тем паче за период 11-15 год, это уже к делу отношения не имеет, потому что новая Русада, реформированная, приведенная в соответствии с кодексом, не имела никакого отношения ни к тому периоду взятия этих допинг-проб в Каролине, и даже к передаче в конце 18-го, начала 19 года. Но самый сложный момент в том, что когда база была передана, она находилась вне нашего контроля. И что с ней происходило, мы сказать не можем, потому что нарушены международные юридические процедуры по обязательному присутствию нашего представителя. А мы предлагали и экспертов-криминалистов, профессионалов принять участие в исследовании этих вопросов со стороны ВАДА. И поэтому вот это вот решение, оно с правовой точки зрения
ничтожно, оно базируется на недопустимых доказательствах. И в этой связи, конечно же, вот следует обжаловать это решение. Да, наверное, и давно уже нужно было его обжаловать, уже и раньше, когда Совет ВАДА, так сказать, продлевал отстранение российского антидопингового агентства. Кроме того, дело в том, что речь идет о формальном соответствии двух баз данных. Первый из них, который в распоряжении ВАДА, она была выиграна Родченковым из Московской антидопинговой лаборатории, из России, то есть неофициально, не было протоколов передачи, не было представителей, и она находилась в его ведении. И что, как он там ее видоизменял, никто сказать, или там те спецслужбы, под контролем которых он находится, да? Поэтому все, что касается нашей, которая хранилась у нас в период с 15 по 16 год, уже после бегства Родченкова, имелась возможность и были свыше 400 дистанционных входов в эту базу данных из Соединенных Штатов Америки. Поэтому говорить о том, что сравнивать эти базы только по аутентичности, это нелепо. Но когда российская сторона предложила все это соотнести с переданными нашей стороной RAW-файлами, которые не могут быть изменены по определению, к сожалению, ВАДА отказалась и пошло по формальному признаку, углубляться не сочла необходимым. То есть детально этот вопрос не исследован по поверхности, с обвинительным уклоном, с очевидным, о чем уже и сказали руководители нашего государства. Поэтому идет допинговая война, так называемая гибридная холодная. Это элемент системы по давлению на Россию и расширению военного давления, санкций, финансовые санкции на Россию и политика. Поэтому спорт это вот такое, Россия действительно великая спортивная держава, и таким образом не только оказывает давление необоснованное и в нарушении многих международных принципов, о чем сегодня уже прозвучало, но и устранение конкурентов, по сути дела. С другой стороны, вопрос участия под нейтральным флагом с юридической точки зрения вообще этот институт очень спорный, и применяется он в данном случае в основном только к России. Но если говорить о правах человека, о Европе, которая борется за права человека, и международных конвенций, таких как Международный пакт о гражданских и политических правах, о Всеобщей декларации о правах человека, устав ООН, провозглашено право каждого на гражданство, на самоопределение, на самоидентификацию. И чистые спортсмены, которые ничего не нарушали, им запрещают использовать гимн, флаг, герб. То есть это нарушение важнейших установок международных конвенций, которые не может отменить не только Томас Бах, при всем уважении, но и даже отдельные государства, и должны этому подчиняться. Но здесь, значит, происходит вот поправление вот этих вот стоических международных норм. Конечно же, и политика не должна вмешиваться в спорт, и МОК это должен контролировать. Конечно же, главный это спортсмен, олимпиец чистый, право на допуск на соревнования, оно святое, священное, и именно МОК, ВАДА, все должны это обеспечивать. То есть грубое нарушение и международного права, и международного спортивного права. Вот. Но при этом политика должна быть какая? Во-первых, должна быть политика государственная по защите прав спортсменов. Вот ее пока нет. Мы что-то делаем наскоками, когда в последний момент, как говорится, петух клюнет, да? Но нужна долговременная, продуманная политика, потому что вот как в любой организации, любой, есть юридический отдел, все спорные вопросы, все поступают в отдел, разбираются и обжалуются. Вот такое же нужно в спорте. Пока этого нет, так и будет продолжаться вот это вот, но мы проигрывать будем как раз на юридических тонкостях. Именно речь идет вот об этом, о создании этой политики. Ну, хочу сказать, что очень активно работает наше отделение Ассоциации юристов России в Якутии. Александр Николаевич Кимкиман, профессор, очень большую работу ведет. И надеюсь, что общими усилиями мы все-таки постепенно эту ситуацию, с учетом политической воли, были уже и поручения президента в апреле на этот счет. И, как вы знаете, и Владимир Владимирович Путин высказался и на данный момент, что ситуация, в общем-то, достаточно необоснованная. Вместе с тем мы будем продолжать дружбу и сотрудничество с международными организациями, но в той части, которой нападение и претензии незаконны, представляется нужным хладнокровно это обжаловать,
и добиваться истины во всех возможных законных, юрисдикционных и других правозащитных инстанциях. Спасибо вам за комментарий, но вот хотелось бы узнать из первых уст, все-таки какие перспективы в вашем видении, вот при худшем развитии сценария, или у вас есть какой-то оптимистический прогноз? Дело в том, что, конечно же, позиция у нас довольно сильная с точки зрения юридической, если она будет представлена в Международном спортивном арбитражном суде, и если будут достаточно объективные арбитры, понимаем, что все-таки в какой-то мере КАС он находится под козырьком того же Международного олимпийского комитета, и большая часть дел, к сожалению, проигрывается там, но были прецеденты и положительных решений в пользу России, в частности, и в связи с тем, что были признаны недостаточными и даже во многом недопустимыми показания Родченкова. А здесь, опять-таки, все базируется повторно уже за одно и то же, по сути дела, значит, какое-то недоразумение, нарушение, может быть, частично, у нас повторно уже происходит на нас претензии и санкции. По сути дела так. А остальное все надуманная и, так сказать, сманипулированная позиция. Поэтому, я думаю, перспективы довольно нормальные есть, но есть противоречия между Минспортом и Российским антидопинговым агентством. В принципе, у нас дружеские отношения со всеми структурами, но вот позиция Юрия Александровича Гануса, главы РУСАДА, меня лично вот смущает в том плане, что в любом случае глава такой организации должен защищать права спортсменов, чистых спортсменов. А когда такой руководитель в Колорадо на весь мир заявляет, что 1000 проб были подделаны, хотя он этого не видел, не участвовал в этом, очевидно, и вообще в этот период не работал в спорте. Вот здесь, конечно, это усложняет ситуацию. А что касается министра спорта и руководителей нашего государства, то здесь такая взвешенная, конструктивная, абсолютно рациональная и справедливая позиция. И я думаю, что дорогу осилит идущий нужно последовательно не только в этой части, а во всех направлениях. Все, что касается восстановления статуса легкой атлетики, уже давно закон на нашей стороне, и все выполнили и перевыполнили. И даже 3 миллиона евро, непонятно за что, заплатили в обмен на обещание, что наконец-таки нас статус вернут. Но так его и не вернули. И за все вот эти вот период, который сейчас опять-таки повторно исследуется, 11-15 годы, уже все санкции мы претерпели, включая 15 миллионов евро, даже 16 штрафов со стороны Олимпийского комитета России международной. То есть получается, что вытягивание денег и политика ослика и морковки. Нам обещают, как-то нас обнадеживают, что когда мы все выполним, мы все выполняем, в суд не идем, что нас восстановят, а нас не устанавливают, выдвигают новые требования. А требования, например, легкая атлетика, там уже стали придираться к частным вопросам правонарушений возможных, недоказанных отдельных спортсменов или тренеров. И раздувают это нарушение на всю федерацию. То есть, как было правильно сказано, возвращаемся к коллективной ответственности. Это понятно, что недопустимо в этой сфере и нарушает стоические нормы международного права и международного спортивного права. Поэтому справедливость и правда на нашей стороне. Россия далеко не первое место по статистике сейчас занимает по управлению допинга, тем паче после тех 4-летних реформ, которые основательно в России осуществлены. И здесь надо говорить о государственной политике борьбы с допингом, сколько принято законов, сколько организационных мероприятий, сколько инноваций в эту сферу, сколько было комиссий, продолжает активно работать. То есть пресекаются конкретные нарушения, свыше 1000 за всю историю работы РУСАДА привлечено к ответственности действительно виновных спортсменов. Поэтому здесь, наверное, уже надо говорить о том, что в России одна из лучших систем борьбы с допингом, с учетом тех замечаний, той, даже, так сказать, воспитательной в какой-то мере работы со стороны международных спортивных структур. Но сейчас это уже, как говорится, превышение тех норм, стандартов
и требований уже на Россию, поэтому нужно сейчас или же давать встречный удар, как в боксе, ну или продолжать соглашаться, как рекомендует там тот же Юрий Александрович Ганус, но это тогда пластинка так и будет, и удар будет нас еще больше затягивать, поэтому перспектива только одна, наступательная юридическая позиция, тем более с учетом политической воли, с учетом поддержки руководства государства, и я думаю, что дорогу осилит идущие. Ну и большая роль, конечно, Ассоциации юристов России в этом процессе и регионального отделения Якутии. Мы с вами активно сотрудничаем и будем надеяться, что и ваш вид спорта, а точнее уже наш масс-рестлинг, и все другие будут, так сказать, развиваться, независимо от каких-то конъюнктурных вот этих вот действий со стороны наших международных партнеров. Поэтому закон на нашей стороне, и будем работать по восстановлению прав российского спорта. Но при этом борьба с допингом в России будет продолжаться. Допинг побороть невозможно, в любой стране он есть. Но активная работа в этом будет, естественно, в России с учетом того большого опыта и той даже поддержки со стороны международных структур. Но, как говорится, здесь должна быть определенная мера. А тут уже, понимаете, политическая такая развязная война, поэтому нужно ей противостоять и информационными средствами, во многом это война информационная, и, конечно же, хладнокровной, юридической, взвешенной, выверенной позиции, которая в России уже сформирована на данный момент. Сергей Викторович, я хотел бы сказать о том, что мы, вот сейчас Москва только просыпается, а мы вот тут начинаем эстафету в Якутию в поддержке российского спорта. Поэтому так и передайте, завтра будет заседание коллегии Минспорта России, что Якутия активно поддерживает российских спортсменов. И мы сегодня примем резолюцию в поддержку российских спортсменов, хотя это морального плана поддержка, но я думаю, что это тоже будет подкрепляться вашими юридическими действиями. Спасибо огромное за связь. Желаем вам успеха. Давайте поаплодируем Сергею Викторовичу, поблагодарим. Слышите аплодисменты наши? Да, взаимно. Завтра увижу министра, обязательно ему передам. Хорошо, спасибо. Так, свет включите, пожалуйста. Так, уважаемые коллеги, вы слышали, как сказать, экспертную оценку, определенная доза оптимизма у него наличествует, это тоже в какой-то мере нас радует, так, да? Вот в этом зале сидят лучшие представители юридической профессии, в том числе и спортивная общественность. Вот сейчас я хотел бы предоставить слово уважаемому Анатолию Анатольевичу Добрянцеву. Он большой любитель спорта, вот его в любой момент среди ночи разбудить и спросить, как там супер идея английская, он сразу ответит, что делать, с каким счетом. Пожалуйста, Антонович. Öteki gündü sporda tartışılan bilgi veteranları mamlakatın doğru geçerpe onda bu Vasiliy Gora kurdu bilgi Olimpiadava bararga bu kelarga кандидаттары. Уважаемые коллеги, любители спорта, мы все с опаской, конечно, ожидали вчерашнее число, но и, конечно, как гром среди ясного неба, мы вчера вечером все услышали решение исполкома ВАДА о недопущении России на крупные международные соревнования, включая Олимпийские игры, чемпионаты мира, также лишение России проведения всех крупных международных соревнований на территории России. И это касается не только здоровых спортсменов Олимпийского комитета, но и, к сожалению, паралимпийцев. Паралимпийцы уже пропустили Олимпиаду Рио-де-Жанейро.
А у нас, у якутян, 4 кандидата уже верно завоевали олимпийские путевки. Это и Владимир Полынец, и Анастасия Диадорова, и Алена Дмитриева, и Степанида Артахинова. Ну и, конечно, наши здоровые олимпийцы. Но мы надеемся, хотя бы 2-3 путевки наши спортсмены должны завоевать. Наша прима Сардана Трофимова уже была лишена участия на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а она была железным кандидатом. Видите, все это напрямую касается и бьет по нам, по любителям спорта, по болельщикам и так далее. Конечно, решение исполкома ВАДА – это прямое, вопиющее нарушение Международной олимпийской хартии, разработанной еще великим Пьером де Кубертеном, что Олимпийские игры – это мир между народами, между странами. Это высшая справедливость на земле. А сегодня что мы видим? Поэтому, конечно, грустно и печально. Но это все началось еще в 2015 году. Что-то мы отстояли. Но мы видели и знаем в 2018 году, как наши спортсмены на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, Корее, выступили без флага и без гимна. Каково было нашим хоккеистам, завоевавшим звание олимпийского чемпиона спустя 26 лет. А хоккей в России – это фактически спорт номер 1. Мы в советское время были избалованы достижениями наших хоккеистов. И тут без флага, без гимна, без страны. Но в решении исполкома ВАДА это допущение чистых спортсменов. Но мы знаем, с нами сделали в 2018 году. Туда приехали одни дебютанты, кроме хоккея, конечно. Все-таки Рене Фазель, руководитель Международной федерации хоккея, и он сегодня поддержал нас, что в хоккее в России никогда не было проблем. И он пока единственный руководитель Международной федерации уже в соцсетях выложил свою поддержку России, что это не будет касаться хоккея. Россия проведет чемпионат мира среди женщин, проведет молодежный чемпионат мира, который пройдет у нас в стране за эти 4 года. Но и в 2018 году он поддержал наших хоккеистов. А что творилось в других видах спорта? Без всякого на то объяснения убрали всех наших лидеров. В биатлоне во главе с Антоном Шипулиным, хотя они никогда не были замешаны в допинговом скандале. В конькобежном спорте и Павел Кулишников, и Денис Лесков, и Руслан Мурашов, наши лидеры мировых коньков, не были без всякого объяснения допущены. В лыжах во главе с Сергеем Устюговым, двукратным чемпионом мира, лидером мирового лыжного спорта, не были допущены. Недавно я прочитал интервью Сергея Устюгова, что он уже до этого решения пояснял, что Олимпиада для него потеряла смысл, потому что ему прошло 2 года, не объяснили, почему его не пригласили. Я никогда не был, говорит, замешан в допинге, но меня как лидера
мирового лыжного спорта не пригласил. А как норвежские лыжники издеваются над нами. Многократный обладатель Кубка мира Мартин Йорсу Сунбю говорит, прямо на наших глазах достает флакончик, брызгает себе в рот от астмы перед стартом, стартует, улыбаясь на нас. Какая же это справедливость разве? Поэтому, конечно, на Россию идет очень большая травля. Ну и, конечно, у нас были случаи, вот когда, по указанию ВАДА некоторые наши спортсмены были лишены олимпийских медалей. Наши лыжники, как Александр Легков, как Максим Валикжанин, но все-таки Международный арбитражный суд САС, рассмотрев все это, восстановил олимпийские медали нашим спортсменам, хотя они не были допущены на зимней Олимпиаде. Ну и, конечно, почему-то вот это все многое делается по указанию ВАДА задним числом. Вот наша землячка Евгения Колобко, как мы радовались, болели за нее в Олимпийском Лондоне, что она завоевала медаль в таком престижном виде легкой атлетики. Ну, вроде до этого она все допинг-тесты проходила. После завоевания медали сразу тоже допинг-контроль проходила. Но ведь чемпионку, белорусскую толкательницу Надежду Остапчук сразу на третий день уже лишили олимпийского золота, то, что она приняла допинг. А нашу землячку вдруг, через 3 или 4 года раскрывают эту допинг-пробу, а она оказывается положительной. Наши представители при раскрытии этих допинг-проб никто не участвовал. Вот такие случаи безобразия творятся, конечно, в этом ВАДА. Ну и, конечно, вчера я прочитал реакцию Томаса Баха, руководителя Международного олимпийского комитета. Он после этого решения напрямую заявляет, что мы будем руководствоваться решением ВАДА. Насколько политизирована вся эта система, непонятно нам, рядовому болельщику, любителю спорта. Наши уважаемые спортсмены, которые пахали, работали много лет, несколько десятков с детского возраста, которые мечтали выступать на Олимпиадах, на чемпионатах мира, вот это 4-летие может лишить их эту мечту, эту возможность. Россия, конечно, в чем-то после 2015 года тоже мы виноваты. Мы принародно не наказали спортивных чиновников, которые виноваты в этом. Как-то все в молчанку. Министерство спорта вроде заявляет, что мы, предоставили все данные. Виталий Леонтьевич Мутко, многолетний наш министр, идет все время на повышение. Но это тоже, наверное, смотрят международные чиновники на это. Поэтому, конечно, со своей стороны мы тоже должны были сделать многое. Но наше государство тоже этим подставило рядовых наших спортсменов. Страдает кто? Спортсмены. Если даже вот эти чистые спортсмены-дебютанты поедут туда, только которые
вышли на международную арену после 16 года. Ну какая конкуренция? Дебютант приедет без тренера, без представителя. Российских судей там не будет, чиновников не будет. Он фактически брошен на произвол, этот дебютант. Ну какую медаль он может завоевать? А все лидеры будут отсечены, как я выше подчеркиваю. Поэтому, конечно, я думаю, тут руководство страны должно подключить всех лучших юристов страны, международных экспертов, которые болеют за нас. Но и надо подавать апелляцию не только спортивный суд в Лозанне, но и в Организацию Объединенных Наций, в ЮНЕСКО, международные организации по правам человека. Ведь это прямое нарушение прав рядовых граждан. Почему-то американцы, представители других стран, та же Норвегия, иногда тоже попадаются. Через 2 года после дисквалификации спортсмены возвращаются и начинают завоевывать медали. Американский спринтер Джастин Гетлин, олимпийский чемпион 2008 года на 100-метровке. Он дважды был пойман на допинге. Но года 3 назад он восстановлен в правах, и нынче он завоевал серебряную медаль чемпионата мира. Но чем мы отличаемся от американцев? Когда наших спортсменов, даже того же нашего Виктора Лебедева, в молодом возрасте там был обнаружен, но он прошел 2-летнюю дисквалификацию, с большим трудом, мы его отправили на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, а там офицеры ВАДА держат его перед стартом 6 часов в каком-то карцере. Какое может быть успешное выступление спортсмена при таком вопиющем отношении? Это прямое нарушение прав человека. Поэтому, конечно, сейчас горячие головы наших конкурентов, спортсмены, я тоже сегодня прочитал в соцсетях, реакцию некоторых спортсменов, норвежские лыжники, биатлонисты, и швед, олимпийский чемпион Себастьян Самуэльсон заявляет, что он очень рад, наконец-то Россию исключает от участия от всех, олимпийских чемпионатов мира. Но он еще просит дальше, чтобы наших биатлонистов, лыжников и так далее сняли из Кубка мира. Но буквально в эти выходные мы наслаждались двойной победой наших лыжников во главе с Сергеем Устюновым. До этого Александр Большунов, какие же выигрыши, они оставили позади 2 команды Норвегии, великих норвежских лыжников. Какая же радость у нас была. Смотрели, восхищались все это. И, конечно, такие заявления делают наши конкуренты. Советский Союз ниже 2-го места на Олимпиадах никогда не опускалась. 1-е или 2-е. Гораздо и Соединенные Штаты Америки. Россия ниже 3-го места до 2016 года тоже не опускалась. И, конечно, такой удар, в целом по международному олимпийскому движению. Почему-то ВАДА стала верховодить 70. И Международный олимпийский комитет полностью подчинена этой организации. А ведь ВАДА, мы вчера смотрели, кто составляет исполком. Это ярые враги, конечно, России.
включая сейчас новый президент, поляк Банько. Поэтому, конечно, эти люди, то, что принимая на 100% доклад Григория Родченкова, предателя страны, конечно, то, что он сам творил, вот этими нарушениями. И вот это принимает ВАДА, Международный Олимпийский комитет, за основу нарушений. И доклад Макларена, который полностью, значит, расположен к информации Григория Родченкова. Поэтому, конечно, все это непонятно нам, любителям простого спорта, которые душой болеют за российский, за якутский спорт. Но я думаю, в какой-то степени где-то справедливость должна восторжествовать. Сегодня я услышал выступление президента нашего Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, многократного олимпийского чемпиона мира по фехтованию. Но он, значит, конечно, заявил, что мы отстоим, что Россия будет участвовать под своим флагом, своим гимном и так далее. Но так как было в 2018 году, это очень сложно. И наше спасение, конечно, в Международном арбитражном суде, но и, конечно, другие, наверное, организации, если они на 100% не подкуплены Соединенным Штатам Америки, Великобритании и так далее, то, наверное, с их стороны какая-то реакция должна быть на прямое попирание международных прав граждан, спортсменов простых и так далее. Поэтому мы сегодня, благодаря оперативным действиям Александра Николаевича, Тим Кимен, который организовал, наверное, впервые в масштабах нашей великой России, мы здесь собрались вот в таком составе, старый млад, что, значит, мы осуждаем вот это беспрецедентное решение Всемирного антидопингового агентства. И, конечно, реакция президента, вчера как раз встреча в нормандском формате в Париже, услышали, рядом сидели госпожа Меркель, господин Макрон, их реакция как-то тоже была понимающая, ситуация действительно несправедливая. Да, поэтому, конечно, надо бороться, значит, всем вместе взятым масштабом страны, масштабом нашей республики, чтобы мы наслаждались выступлениями наших олимпийцев, которые, надеемся, завоюют путевки, наших паралимпийцев, которые уже завоевали путевки. Но я желаю всем здоровья, бодрого оптимизма, чтобы она нас не покидала до последнего. Но и ждем каких-то справедливых решений. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, Анатолий Анатольевич. Я думаю, что вот как человек, любящий спорт, вы выступили искренне, от души. И на самом деле мы сейчас вот начинаем эстафету по всей нашей стране в поддержку российских спортсменов. И в этой эстафете участвуют не только спортсмены, профессионалы или любители, но в том числе и представители юридического сообщества, в лице ассоциации юристов. Поэтому я сейчас хотел бы предоставить слово моему учителю Вильяму Ачировичу Иванову, председателю Совета ветеранов войны и труда Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, Вильям Ачирович. Спасибо. Всем добрый вечер.
Но я представляю общественную организацию, более 30 лет она существует. Она объединяет участников Великой Отечественной войны, в том числе ветеранов дела, ветеранов труда, пенсионеров, ветеранов вооруженных сил и ветеранов правоохранительных органов. То есть люди, которые жизнь знают. Вот в этом светлом зале, где присутствует в основном большинстве молодежь, и которые обсуждают на сегодня тему вроде бы светлую, такую полезную для человека, общества, в целом государства, звучат такие вроде бы антислова. Война, идеологическая война, несколько раз прозвучала. Предатели, деньги взяли, но не вернули. То есть тема, как говорят юристы, чисто криминогенная и криминалистическая. И когда здесь добавок еще и звучит слова, что надо обращаться в суд, то возникает вопрос сразу, а в каком мире мы живем? Что же страна наша такая стала? Россия? А мы уже, наверное, вы все понимаете, что уже несколько десятков лет для всего мира, особенно оппозиционных стран, Россия стала страной-изгоем и страной-страшилкой, которая пугает перед сном детей. Не дай Бог, ты поедешь учиться в России или выйдешь замуж, или женишься на россиянке. Представьте, что творилось, помните, когда в России проходил чемпионат мира по футболу. Когда я бываю в Санкт-Петербурге, я даже у рядового таксиста спрашиваю: слушай, ты туда возил иностранцев, как они в стране относились к нашему? Он говорит, они сперва приезжали вот такие скукоженные, испуганные, мол, мы все-таки страх преодолели, из Англии приехали, что нас тут могут ограбить, убить и так далее. Оказывается, ты даже знаешь состав сборной Англии, у таксиста говорит. Таксист тоже обычный любитель спорта. И только после этого они уже раскрепощаются и ведут себя не как в гостях, а как у себя дома. Вы это все видели. И вот это вот те слова, которые здесь прозвучали, меня не удивляют, потому что в начале докладе выступающего Александра Николаевича прозвучала вот доминанта сегодняшнего разговора, что идет информационная война. Она основана на идеологических основах, о которых я уже сказал, что кому-то наша страна не нравится. И вот это вот, когда говорят, нет, ну что вы, спорт, он не должен смешиваться с политикой. Но как без политики, когда человек, гражданин России, побеждает, и на первом месте поднимается флаг, не его личный флаг, или его родного Аласа, или его родного наследия, а поднимается флаг государства. Вот здесь и начинаются политические дебаты. Поэтому вот здесь со стороны Сергея Викторовича правильно прозвучало, что государство в первую очередь должно стать на защиту своих граждан. В нашем случае сегодня своих спортсменов. Если все сегодня признают, в том числе вот, высокопоставленные руководители, что все-таки государство не полностью применило все меры для защиты своих спортсменов, то наше сегодняшнее заключение так и должно звучать, обращаться к тем к Олимпийскому комитету, или к правительству, или к самому президенту, который спорт любит определенный вид, что давайте, дорогие мои, все-таки бросайте свои мегапроекты и займитесь проектом защиты вот своих граждан-спортсменов. Вот это в нашей резолюции должно прозвучать. Потому что в содержании проекта прямо прозвучало, что ВАДА обвиняет конкретного субъекта правоотношений спортивных. Это нашу РУСАДА. И здесь правильно вот сказали сегодня, что мы все-таки слишком гуманны оказались и вовремя не применили мер адекватных, не наказали тех, кто допустил такие, в том числе и административные, гражданско-правовые, уголовные правонарушения. Сегодня за них отвечают те, кто к этому отношения не имеет. И там вот в нашем проекте решения есть слова о том, что все-таки надо отработать механизм юридического участия в тех процессах, которые сегодня будут проходить. То есть делается насылка, что все-таки тоже
юридическое сообщество, не обязательно ассоциацию юристов, а вот те, кто работал в составе вот этих спортивных наших международных организаций, оказались недостаточно квалифицированы. И я согласен с тем, что это прозвучит и в тексте нашего обращения. Вот на это надо тоже обратить внимание. И здесь правильно говорилось о том, что если мы будем только соглашаться, вот с этого белого экрана прозвучало, и он привел примеры, вот вид спорта бокс, если мы будем только соглашаться, мы еще хуже удар получим. Поэтому надо готовиться естественным образом. Поэтому я благодарю Александра Николаевича, что он очень оперативно, только что вчера это прозвучало, а сегодня Кустук уже вышел на международный уровень и выдаст свою позицию от имени общественности республики. Но я думаю, что в рабочем порядке, наверное, Александр Николаевич определенные абзацы надо будет отредактировать, раз мы уже от имени общественности говорим. Я участвую в работе Кустукова с 1996 года. Здесь рассматривались очень серьезные проблемы с участием именно молодежи. И те, кто в Кустуке участвовал в качестве молодых представителей студенческих, рабочих обществ, сегодня работают спокойно членами правительства, работают депутатами нашего высшего законодательного органа. То есть идеологическая, правовая и психологическая настройка вот этого сообщества Кустук, она дает конкретные позитивные результаты. И я думаю, что вот та молодежь, которая сегодня здесь собралась, она для себя сделает соответствующие выводы. И я думаю, что вот если наш голос прозвучит, ну хотя бы в адрес Олимпийского комитета или в адрес других государственных органов, это, естественно, даст свой какой-то результат. Поэтому, естественно, не надо, как нам обычно говорили, я вот представляю поколение атеистов, что в Библии написано было, что если тебя ударят по левой щеке, подставь правую. Но я думаю, что наши чемпионы из бокса не согласятся с этим. Если по одной щеке ударят, он вторую не будет подставлять, он, скорее всего, ответит. Поэтому вот в этой конкретной ситуации, которая представляет из себя юридическую чисто проблему, казуистику, когда мы пропустили моменты правовой защиты интересов своих спортивных обществ, своих конкретных спортсменов и государства в целом, никакой щеки подставлять не надо. Юристам нашим на российском уровне, а там есть достаточно профессиональные люди, надо достойно отработать. Спасибо за внимание. Уважаемые друзья, я хотел бы отметить, что на самом деле вот то, что звучит в этом зале, это на самом деле то, что мы ощущаем на сегодняшний день. Поэтому я хотел бы сейчас предоставить слово олимпийскому чемпиону нашей области, прекрасному чемпиону мира Павлу Павловичу Тенегину, народному депутату Республики Санкт-Петербург. Пожалуйста. Добрый вечер, друзья. Ну, если вспомнить историю, то мы, спортсмены Советского Союза СССР, всегда в командном зачете становились первыми. Потом американцы начали бояться. Почему будут спортсмены Советского Союза постоянно побеждать? И в 1980 году они сделали протез. Они приехали в Московскую Олимпиаду. Помните, да? Потом получается, что нашу спортивную борьбу вывели с участием на Олимпийском играх. Тоже было такое. Недавно. Тут борцы участвовали на Олимпиаде. Ну, весь борцовский мир, объединившись, стали и доказали, и снова вернули к олимпийской программе спортивной борьбы. Вот прошлые Олимпийские игры Рио 2012
2016 году наши спортсмены лекают тоже так же под нейтральным планом выступали. И я так посмотрел, они, наши спортсмены, выглядели как будто дети-сироты. Без родителей, без отцов. Не прозвучал гимн нашей страны, не поднимался флаг нашего государства. Вообще, а сейчас просто вот на Олимпиаде в Токио все 4 года хотят лишить нашу страну, наше государство. Это вообще уму непостижимо. Я не понимаю. Я понимаю, что спорт стал давно политикой. И против России уже давно ввели экономические санкции. Вот до того дойти это так. Я так сейчас начал думать, если не ВАДА, то что-нибудь другое придумают, придумают. Просто они от нас боятся, от российских спортсменов, от россиян. Мы очень сильные, мы очень крепкие. Ну, потому, кратко я хочу в заключение сказать, действительно, Александр Николаевич, у нас сегодня всех собрали здесь. Еще больше бы пришли бы, если аудитория большая была бы. Мы протестуем, категорически мы протестуем. Нужно грамотно судиться и доказать. Восстановить справедливость. Я думаю, здесь все сидящие разделяют мое мнение. Это еще хочу сказать, это перспектива наших детей. Это будущее наших детей. Они хотят лишить. Спасибо за внимание. Спасибо, Павел Павлович. Ну, я знаю, что Павел Павлович человек немногословный, но он на ковре доказывал, что он лучший и поднял наш народ на олимпийскую вершину, поэтому мы вам благодарны. Сейчас я хотел бы слово предоставить нашей молодежи. Вот здесь присутствуют представители Института физической культуры Северо-Восточного федерального университета имени Максима Ильича Мозерева, студенты Чарчинского института физкультуры. Поэтому разрешите мне слово предоставить Александру Нечаеву, студента Института физической культуры СВПУ, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Пожалуйста, микрофон дайте. Есть у вас? Хорошо. Здравствуйте. Вчера стало известно, что сборную России отстранили на 4 года от всех международных турниров, включая чемпионата мира и Европы, а также летнюю Олимпиаду 2020 года и зимнюю Олимпиаду 2022 года. Но началось все еще с конца 2015 года, когда отстранили Всероссийскую Федерацию легкой атлетики из Международной Федерации легкоатлетических ассоциаций. Летом 2016 года также были отстранены российские штангисты в полном составе, половина команды по гребле и легкоатлеты. От легкоатлетов только был представлен один представитель, Дарья Гришина, шкаф длину. В 2018 году Россия была отстранена от зимних Олимпийских игр. Были допущены только нейтральные спортсмены. И самое большое отстранение было всей паралимпийской команды сборной России в 2016 году на Паралимпийские игры в Рио. И представьте, сколько чистых спортсменов осталось за бортом международных соревнований. Мы, конечно же, все прекрасно понимаем, что в любой стране есть проблемы с допингом, но отстранение непричастных к этому лиц – это полный абсурд, так как спортсмены занимаются с ранних лет и посвящают половину своей жизни спорту. И представьте себе, насколько обидно, когда тебя, чистого спортсмена, не замешанного ни в одном допинговом скандале, не позволяют тебе исполнить свою мечту.
Касаясь своего вида спорта, легкой атлетики, могу сказать, что нас отстранили в общей сумме на 8 лет вместе с этими 4 годами. Но нам позволено выступать в нейтральном статусе, что лишает нас блага и гимна своей страны. И получение этого нейтрального статуса очень проблематичное дело. Нужно выполнить несколько условий. Быть в пуле тестирования, сдать 3 допинг-теста, не быть замешанным ни в одном допинговом скандале за всю свою спортивную карьеру. И первые 2 пункта зависят не от спортсмена, так как чиновники на свое усмотрение включают достойных. И, как правило, спортсмены из провинции, у них мала вероятность попадания туда, в пункт тестирования. И представьте себе, сколько сейчас спортсменов теряют свою карьеру. Также нельзя забывать и о детском спорте. Родители, видя всю сложившуюся ситуацию в российском спорте, настороженно относятся к занятиям детей в спортивных секциях. И тем самым нас отстранили не на 4 года, а чуть ли не на десяток лет, так как у нас просто элементарно не будет молодого поколения, которое могло бы выйти. И можно задать сразу же вопрос, как вы бы мотивировали молодое поколение для занятий спортом в данной ситуации в эти ближайшие 4 года, и что взамен могут получить нынешние профессиональные спортсмены за место международных стартов? Может быть, какие-то новые старты среди бывших советских республик или на территории Азии, такие же игры, как Дети Азии, только уже в более взрослом формате. Спасибо. Александра, очень толковое выступление. Монотонное качество подготовки в институте физкультуры показывает, да, что ребята в курсе многих спортивных, и у них есть собственное решение на вызовы, которые есть сегодня. Конечно, комментируя этот вопрос, Александра, я могу сказать, вот в международном олимпийском движении мы видим явные разломы. Правильно? И непосредственно, когда выбивается целая держава, это не может обойтись просто так. Это дает такие серьезные отрыжки, что мало не показывает. Когда мы тоже должны искать какие-то альтернативные способы выражения, самовыражения. Да? Я вот в свое время говорил о том, чтобы при ЮНЕСКО создать новое движение этноспорта, движение национальных видов спорта, потому что вот идет очень серьезная коммерциализация и политизация спорта, да? И в этом отношении теряется смысл вот этой честной борьбы. Получается, все нацелены на какой-то подкуп, на применение каких-то запрещенных приемов, но при этом это должны очень серьезно законспирировать. Тот, кто может законспирировать, я знаю, насколько технологии развиты в Китайской Народной Республике. Они могут такие средства применить, но мы никогда не узнаем, что они применяли. Потому что у них очень развита спортивная медицина, спортивная фармацевтика, равно как и в Японии, в других странах. Поэтому, конечно же, нужно думать о том, что когда идет кризис в международном олимпийском движении, мы что можем дать взамен? И вот мы в этой части говорим о том, что мы на сегодняшний день гордимся тем, что игры наших предков принесли в 21 век, более того, делать его мировым видом спорта. И мы его даем как средство взаимного общения и средство соревновательной формы. Так? Потому что это доказывает. Но опять же, без того, чтобы мы не соответствовали требованиям антидопингового законодательства, мы не можем его сделать таким серьезным. Правильно? Поэтому мы только к этой части приступаем к взаимодействию с СОНЗАДа, ВАДА и так далее. То есть мы должны опять же исполнять те требования, которые на сегодняшний день наличествуют и являются традиционными, потому что борьба должна быть честной. Но тем не менее, вот то, что, о чем Александр сказал, мы должны принять во внимание и быть готовыми. И быть готовыми. Мы сейчас ведем переговоры по тому, как продвигать фандрейзинг, и в скором времени будут совершенно новые стандарты и подходы по популяризации этого вида спорта с учетом того, что мы переходим к цифровой экономике. Будут
будут разработаны определенные виртуальные игры и так далее, которые будут пропагандировать наши спорта. И, конечно, его телевизионная привлекательность никого не оставляет равнодушным, и вы, наверное, согласитесь, когда за 2 минуты решается исход борьбы, это очень здорово, да. Поэтому мы этим будем заниматься. Но я думаю, вы как эксперт, вы прыгун или бегун? Спринтер, да? Ну вот якутские прыжки мы тоже будем развивать, потому что в этом есть тоже своя динамика. Но сейчас мы продолжим разговор. Я хочу предоставить слово Степаниде Астахиновой, вот, член сборной команды Российской Федерации, рекордсмен 1000 мира. Пожалуйста. У нас уже была такая ситуация в 2016 году, когда нас отстранили от Олимпийских игр, но тогда мы хотя бы могли выступать на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и на всех международных соревнованиях. А сейчас, то есть, у нас нет возможности вообще выступать в международных соревнованиях, только внутренние всероссийские соревнования. Конечно, это очень огорчает, и я не знаю, что делать, но, конечно, будем тренироваться дальше, надеяться на то, что справедливость существует, и нас, честных спортсменов, допустят к Токио, ведь мы постоянно проходим допинг, тесты у нас берут и приезжают домой. Мы находимся в пуле, это система Атомс, когда офицеры могут подъехать в любой момент и взять допинг-пробу. Последний раз ко мне приезжали 22 ноября, но это не Лусанда было, это организация из Стокгольма, ITTF. И я надеюсь на вот эти 20 дней, что уже окончательно что-то решится. Спасибо. Ну, конечно, вот те чувства, которые испытывает Степанида, наверное, каждый спортсмен, который хотя бы на уровне района участвовал, понимает, да, что такое тренироваться, и потом тебя не допускают к соревнованиям. А ведь это не районные соревнования, это олимпийские, паралимпийские игры. И, конечно, ценность совершенно другая. И, как сказали наши российские боксеры, они на самом деле на олимпиаде едут для того, чтобы после успешного выступления услышать гимн страны, увидеть флаг, который вздымается вверх. Вот. А не для того, чтобы там заработать какие-то деньги. Поэтому, конечно, вот мы нашим боксерам очень признательны за их патриотизм, за их труд. Поэтому я вот с большим уважением хотел бы предоставить слово Василию Егорову за помощник кандидата в олимпийскую сборную нашей страны. Добрый вечер, дорогие участники круглого стола. Ну, вчерашняя новость, которая предприняла Русада ВАДА, для меня была большим шоком. Ну, и для меня, и в целом всех спортсменов, которые выступают за сборную Россию. Потому что сколько мы дней, сколько мы месяцев, сколько лет мы работаем, чтобы выступать на Олимпийских играх, на международных турнирах. Вот, поэтому на данный момент я так считаю, что надо отстоять свои права, бороться до конца, хотя до Олимпийских игр осталось очень мало времени. Ну, вот говорят, что можно выступать за нейтральный статус под другим флагом. Ну, лично для меня, для человека, который выступал там, на чемпионате Европы, на чемпионате мира, на Олимпийских играх, для меня
деньги или слава не имеет значения для меня. Во-первых, я боксирую за свой народ, за свою страну, за свой флаг, чтобы в честь моего победного, в честь моей победы, чтобы прозвучал мой гимн, чтобы поднимался именно мой флаг. Поэтому мы будем пока ждать за один день, не принимать решения, будем отталкиваться от того, что скажет наша Федерация бокса России в лице нашего генерального секретаря Кремлева Умара Назаровича. Вот. И если рассказать, как было на Олимпийских играх. На Олимпийских играх перед Рио-де-Жанейро, когда я завоевал путевку, когда мы жили с Артуром Евгеньевичем в Москве, ко мне приходили 3 раза за одну неделю. Первый раз приходили, когда я жил в гостинице, убрали у меня кровь и анализы мочи. Потом через 2 дня приходили. Потом уже через 6 дней, когда мы отдыхали, приходили в Московскую область, где мы жили с моим личным тренером, заслуженным тренером России Пахомом Артуром Евгеньевичем. Вот туда приходили. Потом, когда приехали на Олимпийские игры, первый же день брали также анализы мочи и крови. Когда я выходил на бой, за день ко мне пришли инспектора, сказали, что надо обязательно сдать, так как я гонял вес. Со мной они ходили где-то около 6 часов. Я где-то вечером сдал анализы где-то в часов 11 вечера. А мне надо выспаться хорошо и на следующий день боксировать уже выходить на Олимпийский ринг. Я это к чему говорю? Это говорю, потому что на давление на нас, именно на спортсменов России, еще до Олимпийских игр было в Рио-де-Жанейро, когда мы выступаем за границей, на Европе, на мире, также такое давление мы ощущаем. Ощущаем давление со стороны ВАДА и также со стороны судейского коллектива. Вот. И мы, как бы, российские спортсмены, уже у нас нервы уже адаптированы к этому, мы уже готовы ко всему, поэтому я считаю, надо отстоять до конца свои права и бороться, потому что Россия — это сильная держава, потому что мы, россияне, сильный народ. Вот. И сейчас будем ожидать, какое действие будет дальнейшее. Спасибо. Так, среди нас Леонид Николаевич Спиридонов, многократный участник Олимпийских игр. Вот, как я, болельщик, считаю, что он на самом деле большой герой. Всегда в одном метре от пьедестала останавливался, да? Но это, конечно, очень обидно, но тем не менее он проявил себя как великий болельщик. Мы его уважаем, и сегодня он представляет Центр спортивной подготовки в лице руководителя. Ваше мнение для нас, какое желание и качество. Вахтар Шахтан Сахалисанарем Туку Бада Манек Витар Катан или спортивные руководители Волгу, спортсмены Волгу, Утарон Тюбилдеревит, он по Тюрцов, где это девятый взял, он 40 дней мало, Бейвак где девять, Бейвак спортсмен была, я дать ей в том момент. Каждый спортсмен güney çekeler, olimpiyada diye anladığını kayıtlar. Elçiler, olayı bulanıklar, müşterilerin onların bozulduğu güvenlere ziyade. Belki bu bakabilir, onlara bu mantık sanksiyalarından dolayı sana trafiğe var, olimpiyada olmadılar. Notahanan bu terleleri bu kadar oldu. Emi babonlar untuk ini sudenge bu dikiller şeyler seyrediler gastanlar olimpiyada diye untuk sudun berbekteler. O da ilgili bu sütlaçı ister bağları da seyrediler sudenge kayanlar
Касда спортсменов генеральный. Но бегет булин бо Россия юристера онтон доктора Джонаса Сида спортсменера бары самоглавмут каяндаганы бу каска до жалоба берилген онтон доктор Росата тететеп бара. Тона беги спортсменler күчтән алардырмын. Мандык ситуациялар көтөн достуктагы бу адат белән политика белән Россия спортсменнарын күчтән саналган сатлара саннар сата onu bilgilerden kapsayıp takıp onunla belirlemeyi bir kurdu belirlenen de takıp belirlenen kurdu bir takıp dedi onunla hayatında kalan ondan Rusya belirlenen dediği terbiye Но сейчас я слово предоставлю одному из руководителей нашего министерства по физической культуре и спорту Александру Пугаеву, пожалуйста, позицию министерства. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые участники сегодняшнего круглого стола. Во-первых, я хочу поблагодарить Александра Николаевича за такое быстрое и оперативное проведение на эту такую очень важную, на мой взгляд, тему круглого стола. И сегодня вот по итогам мы вот принимаем, участники круглого стола принимаем резолюцию, и Александр Николаевич, эта резолюция будет направлена в Москву так. Сегодня вот Илья Юрьевич Григорьев, министр физической культуры и спорта республики, выехал в Москву. Завтра уже, как Александр Николаевич говорил, будет состоится заседание коллегии Министерства спорта, и где, конечно же, этот вопрос, который вот сегодня очень остро стоит перед российским спортом, да, этот же вопрос будет обсуждаться, и я думаю, там какие-то тоже, какие-то планы дальнейших действий будут приниматься. И вот, присоединяясь вот ко всем выступающим, конечно, мы не должны стоять на стороне, действительно очень большая проблема. Но, на мой взгляд, вот решение ВАДы вот, по отношению к российским спортсменам, к российскому спорту, это, конечно, никак не угрожает их. Это, мне кажется, это, что как-то даже в какой-то степени идет деградация в целом самих Олимпийских игр, Международного Олимпийского комитета, да, это уже как-то уже падает престиж, что ли, Олимпийских игр, во всяком случае, перед Россией, перед российскими спортсменами. То, что вот Илья Николаевич сказал, что вот перед Олимпийскими играми, когда Виктор Лебедев, он тоже прошел через этот суд, он выиграл вот арбитражный спортивный суд, да, и поехал на Олимпийские игры. Мы все прекрасно знаем, что ВАДА, сколько там, много часов его держали, прямо уже перед выходом, как говорится, на ковер, да, перед соревнованием его держали, вот запятые держали, это тоже, это вообще, мы сейчас сегодня знаем, что такое ощущение, что эта ВАДА является каким-то карательным органом, да, нежели они не защищают права спортсменов, а наоборот каким-то вот карательным органом становятся. Также мы знаем, что они лишили мечты нашей Сарданы Трофимовой для отбора на Олимпийские игры. Она из-за этого не смогла отобраться на Олимпийские игры. И вот Сепарида сказала, что вот Александр Нечаев сейчас вот задал вопрос, да, и в случае окончательного, допустим, лишения права, да, могут ли провести какие-то альтернативные игры. Но, на мой взгляд, от этих альтернативных игр ничего такого хорошего нет. Да? Вот Сепарида Артахинова, вот Владимир Балнец, да, вот некую вот подобную такие, среди российских спортсменов вот, наподобие альтернативных игр проводили. Да, это чисто просто наши спортсмены, и вот Анастасия Федорова участвовала, да, и просто показать, вот, доказать всему миру вот, наш уровень подготовки наших спортсменов, вот, подобие этого в Москве проводили. Сегодня мы понимаем, что спорт это большая политика, спорт это бизнес, и, конечно, мы не должны сидеть сложа руки, мы должны быть едины в этом плане, как говорится, вот единство наша сила. И вот уже не в течение 21 дня, уже осталось сегодня 20 дней, да. Несомненно, я уверен, что Россия подаст апелляцию в арбитражный спортивный суд. И, конечно, мы очень надеемся, что справедливость восторжествует и будут приниматься такие решения в плане того, чтобы допустить
Россию, Российскую Федерацию на Олимпийские игры, Паралимпийские игры. И вот сегодня среди участников есть вот представители Института физической культуры, спорта, да, Черчинского Института физической культуры и спорта, есть работники и тренера наших детских спортивных учреждений. Мы об этом уже сегодня говорили, напомнили, что дети – это наше будущее. Это наше будущее, мы не должны, во всяком случае, лишать права счастливого наших детей, права детей на будущее. То есть мы должны сегодня вооружить наших детей и в этом плане вести информационную, обучить их заранее, обезопасить, да, чтобы информацию у них довести в полной мере, да, чтобы это включить и в учебную программу, чтобы заранее, чтобы наши тренеры, наши дети уже заранее, как говорится, не наступали на грабли, да, может быть, тех спортсменов, тренеров, которые, конечно, нарушили антидопинговые правила. И, конечно, я совершенно сам лично, как работник спорта, я лично согласен с тем, что решение ВАДА должно быть, карательные меры должны вести конкретно, в частности, именно конкретно на нарушителей, а не на всю страну, которая не виновна спортсменов. Это вообще, конечно, это все противоречит все олимпийской хартии. Поэтому Министерство физической культуры и спорта поддерживает эту акцию. Сегодня уже говорил Александр Николаевич, что мы сегодня запустили народную акцию. Тоже я вас всех призываю от имени министерства нашего, да, принять участие во всех социальных сетях, да, выступив с хэштегом, да, Россия. Да, поддержи Россию в спорте и Россия, второй хэштег это Россию в Олимпиаду 2020. Всем желаю удачи, как говорится, мы должны в этом деле быть едины. Спасибо. Teman-teman yang baik-baik ingin paling sedikit juga membuka ramah menyebar sampai dalam kemudian menjadi dan menjadi orang jadi apa yang lebih tidak layak juga apa nasi berusaha disiapkan kemudian berkomunikasi. Дорогой Александр Николаевич, дорогие друзья, я вообще услышал вчерашнюю страшную новость, вообще не спал. Как человек, посвятивший 4 века развитию физического культуры спорта. Очень было обидно за свой великий страну. Такая страна, как Великая Россия, не будет участвовать в Олимпийских играх, чемпионатах мира. Это вообще страшное дело. Во-вторых, очень обидно было за наших великих спортсменов во всех видах спорта. Это большие, выдающиеся спортсмены делают адскую работу. Они пашут, они не спали, они не отдыхают, потому что хотят прославить свой народ, свою страну. За них было очень обидно. Я думаю, это диктовка Соединенных Штатов Америки. ВАДА. Что же это? Они допингом должны заниматься. Конкретным вопросом. Они запретили, понимаете, Россия участвует во всех спортивных крупных мероприятиях. Поэтому Соединенные Штаты Америки в 1980 году они тоже протестовали московской игры. В 2014 году тоже протестовали зимние Олимпийские игры в Сочи. Это страшная страна. Но мы не должны паниковать, мы должны работать. У нас еще впереди все будут праздники, будут радости. Вчера президент страны Владимир Владимирович Путин сказал, мы будем воевать, мы будем судиться. Мы надеемся, что вы президент. Огромное спасибо Александру Николаевичу. Как мудро, как он нас усилия,
Так, первым, наверное, Российской Федерации мы организовали такой круглый стол. Это тоже поддержка. Вся Россия будет знать, что как Якутия влияет на спорт. Ну, будьте здоровы. Спасибо. Уважаемые друзья, я думаю, что у нас в принципе достаточно много людей выступило, представляющих различные пласты нашего общества, начиная от великих спортсменов, заканчивая ветеранами, юристами и так далее, и так далее. Поэтому я, с вашего позволения, буду завершать нашу работу. По проекту резолюции, вот, в числе прочих были определенные предложения, в том числе прозвучавшие из уст Илья Мачировича Иванова. Я думаю, их учтем. Есть ли еще какие-то дополнения? Пожалуйста. Николай Ефимович, исполняющий обязанности директора Института физической культуры. Добрый день, уважаемые коллеги, Александр Николаевич. Вот в статье, научной статье «Проблемы допинга в современном спорте», автором которой является Костелева Николаев, тут написано: цель исследования раскрыть проблемы употребления допинга в спорте. Видом спорта чаще всего принимает допинг — это тяжелая атлетика. Первое. После этого идет легкая атлетика. Третье — это бодибилдинг и другие виды спорта. Тестирование, проводимые аккредитованными лабораториями и процентом дисквалифицированных спортсменов в 2014 году, например, в ВАДА было дисквалифицировано 3841 спортсменов. Это составляет из всего это 88%. Чина 2918 спортсменов. А РУСАДА это наша 1607 спортсменов. Представляете? Это значит, ВАДА совместно работает с РУСАДА. В связи с этим, вот, например, у нас в Северо-Восточном федеральном университете существует лаборатория при медицинском институте. Мы можем работать именно конкретно по этому направлению, ну, не конкретно по допинг-контролю, а именно по генетическим исследованиям. Например, начинать работать с подрастающими коллегами, которые занимаются спортом. Спасибо. Ну, в целом, я думаю, что нас ждут такие нелегкие времена, где мы должны, как сказал Афанасий Егорович, консолидироваться, быть вместе. Поэтому я думаю, значит, в целом мы проект резолюции одобряем. И я думаю, что слова спортсменов, которые являются действующими кандидатами в сборную команду страны, это подтверждает. Поэтому я ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять резолюцию, прошу голосовать. Да. Все против, воздержались. Вот. И я думаю, вы нам поверите и доверите, что мы квалифицированно сможем это доработать, чтобы как бы комар носа не подточить. Так, да, Илья Мачирович? Я же ваш ученик, поэтому вы мне доверяете? Вот, все. Ну, и я хотел бы отметить, что на самом деле мы сегодня начинаем народную эстафету по поддержке российских спортсменов. И вот эти хэштеги, о чем говорил Александр Николаевич, мой тезка, да? Хэштег «Россию пробел в пробел Олимпиада 2020», хэштег «Поддержи пробел Россию в пробел спорте». Прошу записать. Но вы можете, в принципе, для упрощения войти на мой аккаунт Александр Кимкимен, это все слитно в Инстаграме или в Фейсбуке. Там, значит, по этой проблеме достаточно много постов уже. И я думаю, что мы вместе сможем развить. И под этим хэштегом у нас соберется достаточно много. И мы на самом деле вот эту резолюцию сегодня же доработаем и направим в Олимпийский комитет России, направим в Министерство спорта Российской Федерации. И я думаю, что оно будет иметь продолжение в профильном комитете Государственной Думы,
профильном комитете Совета Федерации Федерального собрания. И я вообще, обобщая, хотел бы отметить, что Русада должна вести свою работу, ВАДА даст свою работу, но при этом, когда они начинают применять избыточные полномочия, это, конечно же, их не красит. И я думаю, что Российская Федерация, как субъект международного права, может подать, вообще инициировать вопрос о внесении в повестку Генеральной Ассамблеи ООН, потому что здесь, я, как говорил в своем докладе, затрагиваются вопросы международной безопасности и взаимопонимания между народами. Поэтому это очень большой раскол, который ни в коем случае нельзя допускать. Ну и заключая, я хотел бы поблагодарить всех тех, кто пришел и принимал участие столь оперативно, как вы уже сказали, да, по-спортивному собрались, обсудили, приняли резолюцию. И на память я хотел бы всех вас пригласить сюда и вместе с нашими олимпийцами сфотографироваться. Пожалуйста, сюда. Вы сидите, а сзади станут. Некоторые могут спереди здесь. Во-во-во. Николай Николаевич, молодец. Ага. Олар келек, барқасы как идет. Так, я попрошу фотографов, чтобы вы как-то поочередно, да, и предупреждали, кто из вас снимает, чтобы мы не были косыми или распутными.